Тайны гор раскрываются. В живописном башенном комплексе Нижний Пхуй свои двери распахнул уникальный музей быта ингушей. Экспозиция погружает посетителей в атмосферу средневековья, демонстрирует традиционные жилища, орудия труда и предметы обихода. Так, в подвале есть воссозданный холодильник в земле. В нем хранились топленое масло и сметана. А вот этажом выше развернулся настоящий домашний очаг, или, как его по-другому называют, уголок для гостя. Он украшался всякими самыми лучшими, что есть в этом доме. Например, мы видим вот такой ковер, на ингушском языке их называют истинг или хеттаферт. Он орнаментирован, здесь есть сакральные знаки и символы, которые только встречаются у ингушей очень часто. И зачастую вот этот ковер украшался вооружением хозяина и музыкальными инструментами. На ингушском языке есть такое выражение, там, это имеется в виду и оружие, и музыкальные инструменты должны были находиться рядом. Если к вам приходил враг, оружие должно было быть под рукой. Если к вам приходил гость, музыкальные инструменты находились под рукой. Ковры, орнаментированные столы, стулья, сундук, кувшины и не только. Все эти экспонаты этнографически подтверждены в виде фотографий и архивных документов, так как специалисты стремились точно воссоздать быт предков, используя все исторические данные. Это касается и свидетелей столетий башен, символ гордого и стойкого народа. О строительной технике и историческом значении сооружений гостям рассказывает ученик школы каменщиков Ибрагим Катиев. Изначально камни нужно подбирать, тесать. Вот они, древние камни, вот. Этот мох. Он где-то, этот камень лежал в этой же башне. Его подобрали, подтесали как надо и положили вот здесь. Этот сам древний камень из развалин обнаружен. Остальные камни тоже подбирались или здесь, или привозились такой же структуры, такого же цвета. И примерно такой же обработки камня. На территории башенного комплекса Нижний Пхуй идут исследования 6 башен и 3 склепов. Ранее в ходе археологических раскопок обнаружили множество исторически важных предметов. Так, под слоем времени скрывалась еще одна важная реликвия – фрагмент двери. Ее обнаружили в обгорелом виде. По ней и воссоздали дверь в музее. Сделали дверь из доски, из которой они и раньше были сделаны. У нас во время раскопок обнаружилась дверь, остатки. И были карточки начала 20-х годов 19 века, конца. По этим карточкам и остаткам мы воссоздали дверь, прототип. Дерево обработано брошюровкой, мягкой и грубой, потом обжиг, потом сняли фаски топором. Это придало такой древний вид. Петли кованые, клепки, засов, все как полагается. А эту часть этажа называют ца. Так завелось издревле. Именно в этом уголке всегда горел огонь. Ца – огонь. В ингушском языке это однокоренные слова. В принципе, от одного слова и произошло другого. Эта часть камина, она считалась самой сакральной и святым таким местом для ингушей. Цепь очажная, это она была родовой цепью. Обычно и такие камины украшались черепами животных, которые были добыты на охоте. Мясо, шкура – это, естественно, все шло в обиход для обычной жизни, а черепа иногда украшали и камины, само помещение, заборы вокруг. И зачастую показывала статусность хозяина. Предметы обихода, который составляет экспозицию музея, по древним образцам воссоздал фонд наследия совместно с благотворительным фондом Тешем. Они сделали все, чтобы придать уют холодным стенам. Мне кажется, что очень важно ту работу, которую сейчас проводит Микаил Савербекович и его фонд «Сафмар», что он идет параллельно как сохранение наших культурных кодов, культурного наследия, и в то же время он смотрит в современность, открытие вот этих IT-центров, школ, которые помогают людям быть в тренде, развиваться, не отставать. И вот эта современность и старина друг друга очень гармонично дополняют. И мне кажется, именно в этом является залог нашего успеха в будущем. Все артефакты, на основе которых и возвели музей, были найдены во время раскопок командой школы каменщиков-реставраторов «Наследие», проекта, реализуемого при поддержке президента группы «Сафмар» Микаила Гуцериева. Ему, кстати, и принадлежит идея открыть музей в отреставрированной средневековой башне. Если бы не Михаил Савербекович, не его патриотизм, не любовь к родине, всего бы этого просто сегодня бы не было.
Здесь бы были бы руины, лазили бы туристы, скидывали бы камни. И через год, через два здесь бы уже ничего вообще не было. А тут, видите, какая проделана огромная работа. И ведь и археологам дали работать. Мы выкопали здесь, изучили материал. Не только, притом сейчас материал за последние века. Мы сейчас обнаружили еще более сенсационный материал, уже начинаем их изучать. Склепы у нас появляются где-то на рубеже 12-14 века. А что было до склепов? Как хоронили предки ингушей? Мы не знаем до сих пор. И вот мы сейчас начали раскопки здесь по соседству находящих могильников, катакомб, и мы видим, как эта культура повторялась, предшествующую культуру нашли. Явно она вот повторяется. Возможно, вот это приведет к неким сенсационным выводам. Об этом говорить еще немножко рано, но это просто уже заводит, потому что это интересно на самом деле. Вот и клубок истории начинает распутываться постепенно. Исторические находки, проливающие свет на быт, традиции и культуру жителей ингушских башенных поселений. Лестницы, столбы, каменные полы, внутреннее убранство и даже техника строительства. Не упустили ни одной детали, все, чтобы максимально соответствовать оригиналу. Проект был реализован благодаря договоренности главы республики Махмуд Али Макшариповича Калиматова и президента благотворительного фонда «Совмар» Микаила Сауырбековича Гуцериева. Вот. Мы здесь постарались отобразить быт ингушей средневековых. При восстановлении каждой детали были использованы архивные данные, плюс археологические раскопки, результаты археологических раскопок. Вот. В связи с этим мы можем смело заявить, что каждая восстановленная деталь имеет под собой фундаментальные доказательства. Дополнить экспозицию планируют уже в начале следующего года. В коллекцию войдут манекены в традиционной ингушской одежде, воссозданные по образцам, найденных в склепах. Открытие музея поспособствует сохранению и популяризации уникального культурного наследия ингушского народа. Со следующего года музей обещает сделать доступнее для посещения. Фонд возрождения мецената Микаила Гуцериева – это авторский проект, который реализуется в Ингушетии для реставрации башенных комплексов всего региона. Амина Зязикова, Билал Ахильгов, Магаз 24.